Здравствуйте! Вы смотрите актуальное интервью в студии Валерия Наумова. В СВФУ подведены итоги прошедшего учебного года и озвучены задачи на начавшийся. Какие инновации внедрены в учебном плане и в организационных вопросах университета? Об этом и многом другом расскажет гость студии Анатолий Николаев, ректор СВФУ. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Северо-Восточный университет вошел в число победителей программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Расскажите, что это дает университету? Ну, это для нас это очень большой престиж, потому что мы прошли в прошлом году достаточно большой конкурс. Более 200 вузов было представлено, да, на конкурс, да, и мы вошли в число 100 лучших вузов, в котором была представлена поддержка федеральная по приоритету 2030. Это в целом показывает развитие университета до 30 года. Но это, с одной стороны, очень почетно, с другой стороны, это подстегивает, потому что и министр говорит, да, и конкурсная комиссия говорит, да, и которые вот курируют это направление, эксперты говорят, то, что это очень гибкий конкурс. Просто вошел и до 30 года спокойно работать не придется, да, потому что постоянно нужно доказывать свою состоятельность, то, что мы развиваемся, есть тенденция к развитию, и, конечно, мы туда подали проект именно по региональному развитию. То есть на нас возлагается задача развития не только университета, но и целого большого макрорегиона. Для нас это большой вызов. Ну и самое главное, вот то, что мы попали в этот конкурс, это подстегнуло наших сотрудников, да, которые активизировали, да, и в прошлом году мы объявили конкурс на 65 миллионов рублей в рамках вот этого проекта, да, и более 1000 сотрудников и студентов различные проекты сюда подали, да, и 18 проектов были поддержаны. И они не просто там узкие проекты, да, а проекты все направлены были на трансформацию университета, которые будут преобразовывать в ближайшие несколько лет университет до, ну, я бы громко не говорил, но очень много изменений будет, может быть, даже кардинальных. Но это действительно очень престижно войти в топ-100 университетов России. Прекрасно. Но также в прошлом году было подписано более 100 соглашений. СВФУ вступил в 5 консорциумов. Расскажите об этом, пожалуйста. Ну, самое главное, хотел бы отметить, что мы не бьемся за количество вот соглашений. Да. Для нас каждое соглашение это мы очень тщательно прорабатываем, да, потому что любое соглашение, любой договор с нашими партнерами это какое-то действие с результатом. А соглашение ради соглашения это не очень хорошо, да, поэтому мы очень тщательно прорабатываем, например, подписывая соглашение с Иннополисом, мы усиливаем, например, IT-направление. Да. Совсем недавно мы подписали соглашение вот с Гродненским нефтяным университетом, да, и там мы будем работать по подготовке кадров по нефтегазовой промышленности, да, и далее по карбоновым полигонам. Подписали, например, договор с Московским энергетическим университетом, да, и, конечно, мы будем усиливать подготовку как раз студентов по энергетике. Мы же сейчас знаем, что совсем скоро будет начато строительство и атомной станции, да, у нас в Якутии, да, у нас пока нет компетенций подготовки кадров именно для вот этого направления, да, и, конечно же, мы будем усиливаться вот ведущими университетами. Ну и, конечно же, если взять консорциум, в прошлом году был подписан консорциум дальневосточных вузов, именно вот развитие Дальнего Востока. Далее хотелось бы отметить, что в прошлом году мы инициировали подписание с Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия и с больницами, это медицинский консорциум в нашей республике, да, и консолидации подготовки кадров и общие усилия по качеству жизни и по здоровью нашего населения, да, и, конечно же, мы очень рады тому, что Минздрав очень хорошо, быстро сработал, да, и мы совместными усилиями и по ковиду хорошо поработали, да, и сейчас мы знаем, что открылось именно и кардиологическое отделение, скоро в будущем онкологическое отделение будет развиваться, да, офтальмология будет развиваться, и, конечно, мы точно будем готовить и кадры, да, и научный подоблек тоже туда будем подпитывать. Дальше, в начале июня у нас прошел форум, вы прекрасно знаете, да, и мы подписали декларацию о создании Российско-азиатского консорциума по исследованиям в Арктике. И очень большой интерес, это не только российские вузы и даже колледжи туда вошли, да, но и
иностранные, был интерес иностранный, да, китайские вузы туда уже согласились туда войти, да, есть большой интерес Индии и других стран. Ну, очень надеемся, что этот консорциум мы еще на ВЭФе еще раз обсудим, да, и когда у нас будет Северный форум устойчивого развития, да, вот 27 сентября начнется, да, мы вот это вот соглашение подпишем. Но в университете также некоторое время назад появился Центр студенческих инициатив и Центр оценки развития компетенций. Какие цели ставит перед собой данный центр, и, может быть, можно уже подвести какие-то итоги промежуточные? Ну, это, можно сказать, промежуточный результат моей трехлетней работы в качестве руководителя, да, потому что первую же встречу с нашими студентами, да, передо мной поставили, ну, можно сказать, даже задачу, да, о том, чтобы я побольше вот таких пространств для студентов создал в нашем университете, да, и одним из вот таких ярких, очень больших пространств это Центр студенческих инициатив, да, и у нас достаточно много студенческих организаций, но они у себя в подразделениях и так далее, да, как бы находят аудиторию учебную и так далее, а чтобы их сконцентрировать в одном месте, чтобы они друг с другом общались и общались через современные технологии с своими сверстниками или коллегами, студентами других вузов, да, там мы вот создали Центр студенческих инициатив на 4-м этаже главного учебного корпуса, и там же рядом мы вот Центр по компетенции. В прошлом году я уже говорил, что мы подписали с РСФ, Россия страна возможностей, соглашение, да, и в конце года уже мы открыли Центр вот компетенций, да, и совместно с РСФ мы уже оцениваем наши возможности наших студентов и туда добавляем, ну, так называемое модное слово soft-skills, это сверх того, что мы даем в основных образовательных занятиях, да, и кроме этого им нужны другие компетенции, да, и, например, руководство проектами, работа в коллективе и другие, да, продвижение там, различных своих активностей и так далее. Да. Ну, это мы по основным программам не даем, а через вот эту оценку вот этого, да, ну, может быть просто лидер, но у него нету, например, навыков общения, да, вот это мы даем. Или очень общительный, да, но распыляется и нет навыков лидерства, да, вот это вот мы оцениваем индивидуально каждого студента и по индивидуальным траекториям вот подтягиваем именно то, что ему не хватает. Вот для этого и созданы вот такие два места для студентов. Ну, это замечательные цели у такого места, чтобы развить в студентах недостающие скиллы. Но также еще образовательное брокерство стало успешной инициативой университета. Расскажите вообще в целом, что это за проект? Ну, вот этот проект мы прорабатывали еще с прошлого года, да, когда во время подготовки именно к приоритету 2030 мы подготовили большой проект «Университет 360» с нашими партнерами из университета 2035, ну, который очень известный, да, потом Skyeng, потом АО-система и наш самый главный партнер – это Алмаз-Эргенбанк. Мы создали вот такой консорциум, да, для того, чтобы полностью поменять стиль работы по образовательной деятельности. Это связка и ДПО, и основных программ, туда вход других студентов, это уже в образовательный процесс, это наших партнеров. И даже, вот, например, компания Skyeng приступила к тому, что она как бы авансом готовит по своим направлениям наших студентов, да, а студент, ну, как бы это все равно платно. Студент пока не платит, но заключается договор со студентом. Таким образом, что если студент попадает именно туда, куда он желает попасть, да, именно получив вот эти знания, только тогда он обратно возвращает деньги. То есть это выгодно и нашему партнеру, и нам, и самое главное студенту. Ну, такие нововведения мы туда вводим. А по брокерству это полностью введение индивидуальных траекторий, да, и мы, конечно же, внутри обучения, вот когда студент попадает к нам на 4-5 лет, да, мы сверх того, что ему надо, еще и помогаем ему ориентироваться по индивидуальным траекториям. Что конкретно нужно студенту для того, чтобы попасть в ту или иную компанию. То есть тут еще большая работа и с компаниями, и университетом, и со студентом, и еще внутри вот это мы еще и анализируем, добавляя все новые как бы кирпичики образовательные в компетенции нашего студента. Вот такая вот работа. И, конечно, рад тому, что впервые
в архипелаге вот, 2022 наша команда по образовательной части стала победителем, да, и мне было очень приятно стоять с нашими сотрудниками, получая вот этот приз от архипелага 2020. Анатолий Николаевич, расскажите, какие цели и задачи вы поставили перед университетом на новый учебный год? Насколько известно, это 9 направлений. Ну, 9 направлений, буквально позавчера, когда был актив, вот 31 числа, вот на объяснение вот этих 9 целей у меня ушло где-то почти часа полтора минимум, да, поэтому я основные направления скажу, что у нас, конечно же, вот ближайшие вот большие задачи — это изменение стиля обучения наших студентов. Уже сейчас половина студентов будет обучаться по индивидуальным траекториям, модульные подходы, туда привлечение гибридных технологий. Потом конкретно будем заниматься еще и преподавательским составом, чего им не хватает и так далее. Да? И потом как бы перезачет дополнительных специальностей к основным специальностям. Да? Потом может быть новый подход, например, ну, не основным, например, физика не для физиков или математика не для математиков. Например, лекции, например, мы, может быть, переведем в онлайн, но проверочная часть будет офлайн. Да, ну, и этим самым, например, профессор для себя освобождает место, ну и время, самое главное, да, ну, 20 раз или 30 раз одну и ту же лекцию уже не читает, да, в каком-то гибридном формате, вот это, да, но зато вот остальное время у него останется для того, чтобы улучшать качество обучения и заниматься наукой или проектами. Ну, вот такое, да, по образовательной части. По науке, конечно, большие преобразования, да, будут, да, и мы определили несколько вот таких точечных направлений. Это живые системы, новые материалы для Арктики, ну и будем усиливать работу по гуманитарной части. Это сохранение языков, культуры и так далее. Ну, мы просто, когда подавали приоритет 20, мы чуть-чуть распылили, много-много направлений написали, а сейчас сконцентрировали самые главные точечные направления, по которым университет будет развиваться. Ну и, конечно же, внутренние изменения какие-то будут, да, и цифровая трансформация, больше будет цифровых вот таких возможностей университета по управлению университетом. Будем создавать еще больше вот пространств для того, чтобы вот, усиливать мероприятия и так далее. Полностью будет преобразовываться у нас и научная библиотека, которую уже первый этап уже прошли. Кстати, они выиграли один из проектов именно приоритета 2030 внутреннего конкурса. Да, и, надеюсь, в ближайшие несколько лет мы не узнаем нашу библиотеку. Да, это не будет место, где просто хранятся книги и куда приходят тихо-тихо, выдали, да, читайте, не мешайте другим. Такого не будет, совсем другой формат работы со студентами будет. Ну и могу говорить много, да, и, наверное, по ходу работы еще раз, не раз встретимся, да, приглашая в университет и увидите наши активности. Ой, спасибо большое, Анатолий Николаевич. Действительно, еще многое всего нам можно и нужно будет обсудить. Ждем вас с удовольствием каждый раз в гости. Спасибо, что сейчас нашли время и ответили на наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.